Да, действительно, вчера получил СМС от президента Федерации лыжных гонок Елены Валерьевны Вяльбе, которая написала, что 20 декабря пройдет слушание в Лозанне у комиссии Освальда. Ну, как вы знаете, все эти слушания проходили для наших спортсменов с одинаковым итогом. Давали последнее слово, так сказать, высказаться, и далее объявляли приговор. Никому еще из тех, кто приезжал к нему на слушание, оправдательного там какого-то вердикта не вынесли. Поэтому 20 числа, я думаю, такое же решение вынесут по мне и по Матвею, по Бессмертных. Также, наверное, как и остальных ребят, отстранят пожизненно от Олимпийских игр. Ну, осознавая это, конечно, нахожусь в небольшом шоке, потому что не понимаю, за что. Ни в каких манипуляциях с пробами я не участвовал. Юрисдикция спортсмена такова, что присутствуя на допинг-контроле, ты закрываешь баночку с мочой, сдаешь ее и больше ты ее не видишь. Никак на состояние мочи в своей пробе ты повлиять уже больше не можешь. Поэтому что там творилось с нашими пробами, остается только догадываться. И как заявляет комиссия Освальда, что они доказали, что пробы можно вскрывать, даже не нанося царапины. Ну, знаете, слушая все это, задаю себе тогда вопрос, а если это политизированное решение, возможно ли, что они сами повлияли и подменили наши пробы? Ну, будем все-таки ждать решения 20 числа. Надеюсь, потом с адвокатами, с юристами быстро подадим апелляцию в гражданский суд. И до Олимпиады в Корее, надеюсь, все пройдет, закончится мое дело, и все-таки еще есть шанс поехать туда.